Дорогие огородники, большой огромный привет вам с подворья нашей замечательной Маргариты Васильевны Карповой. Она любитель, садовод, экспериментатор. И сегодня мы будем заниматься садовыми культурами, а именно малиной. Что сделать с малиной? Вот она с зимы еще завязанная, лежит вот здесь вот на грядке. И сегодня Маргарита Васильевна будет заниматься, так сказать, будить эту малину и возрождать к жизни. Здравствуйте, Маргарита Васильевна. Здравствуйте, и вам здравствуйте. Большой привет с моего огорода, сада. Мы сегодня займемся самой такой интересной культурой, которая у нас имеет несколько видов, вот что я хочу коснуться, несколько типов ее выращивания. У нас она растет, это один тип, распространенный в Якутии. Посадил и забыл. Никто там ничего не режет, никто ничего не пропалывает, никто ничего не обрезает. Мало еще, хорошо, если там еще что-то почистили. Это один метод, самый такой первобытный. То есть малина, ну их же вообще Она же сотни зарастает, сортов. а сортов ее очень Да, много. и дикая малина есть. У вас какой сорт? У меня здесь Новость Кузьмина. Ремонтантные сорта какие-то есть, я их что-то вот столкнулась один раз, какая-то рубиновая. Я ее посадила, и что-то я не в восторге от нее. Такая малина, в чем она мне не нравится? Она плодоносит на ветках этого же года. Они пока отрастут. Эта ветка молодая, значит, она 2 месяца где-то растет, начинает цвести. Середина, конец августа она начинает только завязывать плоды. А у нас очень там может поздно, быть да. и мороз стукнуть, и все цветы побило, и ягод нет. Остается ее тоже так же вести, как обычную сортовую малину. То есть ветку выращиваем, с ней там растет молодняк еще. Это все мы выстригаем, молодняк там подрастает, и она будет плодоносить в этом году там что-то начало, и основное на второй год. И мне вот это что-то как-то не нравится. Может, кто-то То с есть ней вот подружился? ремонтантная, объясните, пожалуйста, потому что вот начинающие огородники, они вот не различают, вот что там, ну знают, что дикая есть садовая малина, все, вот на этом познание как бы, ну, в общем, вот так. Ну вот и про что я и говорю, что ремонтантная, она тем отличается, что плодоносит, цветет и плодоносит она в том же году. Как ветки отрастают первые, на них завязываются цветочки, почки там и ягодки. Но этот процесс растянутый получается. Очень поздно она начинает цвести. Обычная сортовая малина, вот у меня Новость Кузьмина, она как растет. Первый год она просто ветки отращивает. Молодые побеги растут, копят энергию, копят силы, и только на следующий год она завязывает, она готовит уже почки с этого, когда растет, она уже свои цветоносы закладывает, и на следующий год только она цветет. И у нее цветение получается начало июля, середина июля. За счет этого и получается, что она начинает раньше плодоносить. И вот эти, которые ветки она давала нам урожай, мы осенью должны просто срезать. Скажу почему. Потому что вот эти ветки, они, на малине очень много вредителей. Там какие-то долгоносики, какие-то малинные жуки, еще какая-то есть палица какая-то. Они все поражают стебли. И если эти стебли старые не убирать, у нас весь малинник будет пораженный потом вот этой гадостью все. А они дырки делают, в эти дырки попадает грибок. Хорошо, сейчас мы начнем, вы ее осенью связали, чтобы не побило ветрами, морозом, да, как-то вот. Ну, мороз-то, ладно, но вот ветра наши, Ветра, да? да. Угу. Потом еще здесь вот тоже я касаюсь, что у нас очень многие ее как-то под снег пытаются не прячут и говорят, что она так зимует. Зимовать-то она зимует. Но дело-то в том, что больше всего страдают вот эти заложенные цветоносы, почки. Вот я ее связывала, тут накрывала ее лутросилом, и чтобы она снега больше на нее ложилось. И тут вот так высоко подгребающий снег, чтобы она очень высоко загребла. И то есть она была в тепле? Чтобы она была в тепле. Еще ниже снежном. Хорошо, но я побоялась сломать, вообще к земле прижимать. Вот тут она очень даже правильно прижата. Вот как интересно. Смотрите, надо, оказывается, малину свою вот так вот укутывать снежком, так сказать. Да, я ложу, чтобы лучше укрытия были, укрываю этой. Ультрасилом, сверху снег. А потом снег. Да, и такая вот шубка. И она так хорошо зимует. Ей тепло, в общем-то, и почки да. цветочные как раз не страдают, и это для нее хорошо. А сейчас-то у нас такие ветра, и, конечно, еще это ветра наши морозные, сухие ветра, они просто выветривают. Потому что на морозе может просто дерево, ну, не дерево, это куст же, да? Кусты. Сломать просто.
Еще веточки. железка. Вот. Наша героиня распаковала малину. Распаковали ее. Да, и вот она, смотрите-ка. Поднимаем, Вот ее, поднимаем её. смотрим, потому что во Ой, время она такая. пригибания я могла их Ага. подломить, Да. они не проснутся. Ой, Вот, она колючая. она очень колючая, но Мгм. я смеюсь, я без рукавиц работаю, говорю, Ой, ну а как вы работаете? кстати, хозяйку без, они не колят, без рукавичек? они колят чужаков. Понятно. Я привыкла. Вот вроде бы они как бы это, почки просыпаются, она смотрите, начала поднимается. просыпаться. Мгм. Это у нас еще хорошо, ее вообще-то обычно рано поднимаю, потому что раннее тепло, она начинает просыпаться, и сразу вот эти почки начинают себя вести очень нехорошо. И они начинают вместо цветов и начинают стебли выгонять. Поэтому ее поднимать надо рано. Мгм. Но из-за того, что нынче как бы холодно было, земля вот еще там где-то около лопаты, если оттаяла, она только-только начинает Ну, просыпаться. у нас в Якутске вот сейчас конец приближается, вторая декада, да? Да. К окончанию май. У нас только вот в таком вот виде пока. Да, она еще только-только вот начала просыпаться. И Веточки здесь открываются. вы все веточки Потом привязываете. я эти веточки все распределяю. Мгм. Все дело в том, что мне же потом ее собирать. Видите, какая она колючая. Если я вот эти веточки все вот так вырастут еще. Мгм. Потом куда-то сюда подлезать, в этих колючках будешь весь колючий, как ежик. Вот этой малине, вот этому кустику сколько лет? Ну, вообще этой малине уже 6 лет тут она растет. Мгм. Но это кустики прошлогодние. Каждый год остаются только прошлогодние кустики. То есть вы постоянно Да, вот они убираете? в этом году ягоды соберу, я их всех под корень. Но тут у меня сейчас методика. У Под нас тут- корень, и потом новые вырастут, да? Но тут у них растут сразу, одновременно с ним растет молодая поросль, которую приходится все время прореживать. Вот теперь я хочу и коснуться вот той методики. Мы как все сейчас выращиваем малину? У нас в одном ряду растет прошлогодний куст вот молодой, и этот, который будет плодоносить. И тут же в земле у нас поднимаются побеги. Вынуждены прореживать, потому что нам поросли такой много не надо. Они сильно затеняют кустарники. Вот здесь вот ветки будут плодоносившие, тут молодняк закроет, эти цветы не завязываются. Всем цветам нужно солнце, чтобы они опылялись. Это важно. Вот малина, она в зарослях не завязывается. Баклажаны тоже, если листом закрытые цветы, не завязываются вообще. У остальных как-то лист не мешает им, там солнца хватает. Так, в общем, смотрите, мы вот эту вот штуку привязываем, да? Это привязываем. Можем привязать? Можем привязать. Ага, давайте. Ну, привязывать я это помогу буду вам. потом. Мы сейчас просто коснемся А. темам тому, как мы их выращиваем. Ну вот мы так привыкли выращивать. Одновременно на одной полосе у нас растут и кусты, которые плодоносят, и кусты будущего года, урожая на следующий год. Еще там есть такая методика, что вот у ветки подрастает, это вот есть по Соболеву, когда выращивают. Я пробовала, у нас он тоже не катит. Верхушку же каждый год обрезаем вот так, для лучшего кущения. Вот здесь Так, вот верхушечку мы отрезаем. Кущение, это 15, имеется в виду, чтобы она ветки побеги давала. пойдут, Боковые побеги боковые, сильнее да. были. Мы их отрезаем, ну я вот с осени сразу обрезаю эти веточки. Дальше по Соболеву, как ее делают, вот эти веточки боковые отрастают, Мгм. они их еще подрезают. В смысле, Чтоб веточку? каждая, да, каждую? веточка, чтобы каждая веточка еще ветвилась и еще давала урожай больше. Мгм. То То есть на одной такой ветке- кустик пышненький будет? Да, он такой пышненький. А на какой вот срок, скажем так, лето? Ну, ведь не в первое же лето, это вот где-то на следующий год будет урожай, да? Или как? В этот год вот эти в этом году уже дадут урожай. Но если мы делаем по Соболеву, мы себе это уменьшаем. У нас лето короткое. Да, Я отказалась, да, я да. попробовала. У меня то, что я макушечки у этих вот боковых обрезала, пока боковые еще наросли. Да. Задержка в урожае. Да. Я перечеркнула, лучше по-старому. Тут недавно я коснулась другой еще методики. С Новосибирска у нас товарищ Анатолий Степанович. Ой, выскочила. Ну, в общем, Анатолий хороший Степанович, человек. да, хороший человек, садовник, ученый. Мгм. Он разработал другую методику. Это поочередного выращивания. То есть где растут плодоносящие ветки, вот эти вот ветки будут расти, мы здесь совершенно не будем давать расти молодым. Остаются только те, которые будут давать ягоды. Кусты становятся сильнее, питание у них не забирается. И главное, что не затеняется низ кустов. И там, что цветет, оно все полноценно будет давать урожай. Зато второй ряд, вот я здесь вот так же, на второй ряд мы можем повернуть. Второй ряд
который вот тут, вот тот ряд. Подчистую вся малина срезана. Вот на этом ряду, которая вся срезана, я буду выращивать урожай будущего года. Вот там ветки буду выращивать сколько мне надо, то количество буду оставлять, и каждые там, значит, 20 дней вырезать подросты, чтобы не мешали они друг другу, и остались только самые сильные, самые мощные, и они на следующий год уже зацветут и будут давать урожай. Это вот такая методика, и мне она показалась, в этом есть правда. Потому что вот то, что вот на этих ветках мы здесь с ягодами, не можем никакой химией лазить. Мы будем ягоды кушать, мы чем травить можем. А эти жуки, там как их не убавляешь, они все равно остаются. По молодому ряду мы можем пройтись любой химией. Она в этом году не плодоносит, поэтому там безопасно То есть, в протравливать. принципе, да, Можно травить, там чистить, убирать все, вырезать что-то ненужное. Там мы работаем свободно только с подростом. Так, И- смотрите, вот здесь вот мы вот так вот подвязали, и все, да? То И есть всё. больше подрезать ничего не Тут нужно. они у меня подрезаны, я тут думала, где-то упущено, но я так аккуратно поработала все. Вот у меня получается, что тут есть ветки, у нее сама, как бы, она несколько похожа на соболевский метод. Ой, вы перчаточки бы надели, потому я что чё- она такая колючая, как Я вы. как-то без них привыкла. Взять-то взяла. Вот почему-то некоторые ветки вот так вот, посмотрите, она как дает. Вот она разветвилась как. Вот она как разветвилась, одна ветка. Я не знаю, в чем это дело. Вот у этой вот Новость Кузьмина мне стало вот все время вот так давать. Сколько много побегов, Да. боковых побегов. Вот она. Да. И здесь вот она, естественно, на каждом побеге вот боковые будут еще ветвиться, и она будет, вот эта ветка, она будет много давать ягод. Вот Это эта вот как веточка. типа соболевского получается. Ну, я правильно подвязываю, да? Правильно. Да? То есть, ну, чтобы как-то было и посвободнее, ну и как-то Да, чтобы нормально. свободно было, чтобы доступ к кустам был хороший. Мне вот это не нравится, она мне будет мешать. Сколько вы с одного куста собираете урожай, ну, чтобы вдохновить наших огородников? Ой, ну это так, мы ее должны будем подкармливать. Это первое условие, которое малины, вообще ягодники очень прожорливые. Если мы их правильно подкармливаем вовремя, очень много воды требует, тогда можно вот с этой грядки 4 ведра вот собирать. Вот когда она вся у меня была. И сейчас вот хочу по новому методу С этой посмотреть. грядки 4 ведра 4 целых? О, это же вообще здорово. Ну, небольших 4 ведра, ну, такие ведерки собираю я. Это То получается есть свое 4 малиновое варенье вот можно обеспечить себя на зиму спокойно. на зиму можно обеспечить себя. Кустиков сколько здесь? Вот давайте посчитаем. Раз, два, три, Ну, тут мы 4, исходим 5, 6. да, 6 кустов. на квадратный метр, мы высчитываем шаг по квадратному метру. Желательно, чтобы они все росли в одну линию. Вот шаг вправо, шаг влево, это уже считается бегством, предательством. Все обрезаем. Они в одну линию растут. Это считаем на одной линии, ну, где-то до 15-12 кустов, веточек вот этих. Чтобы она не была густая. Поэтому загущение мы не допускаем в малине. А вот вообще. если, допустим, на участке у меня вот дикая малина, вот что посоветуете? Оно мне растет там сама, я даже... Там все как бы, вырезать надо. Просто все Да, вырезать. вы посмотрите, однолетки вот такие вот будут, оставить, их сильно сократить надо, чтобы их было мало. Самые мощные, самые крепкие такие оставлять, остальное все подчистую. Все вырезать. Всё И вырезать. главное, весь сезон, я смотрю, у вас все замульчировано, да? Вот. Я закрываю Ага. все. То есть здесь не должно расти никакой травы, Ничего. никаких злаков, скажем так, да? Ну, то есть ничего лишнего не должно быть. Оно чтобы всё малина- Оно все, да, да. оно все забирает Ну и питание. малина, она же такая прожорливая, да? Она прожорливая. любит, У нее все будет это забирать питание, ей будет не хватать, надо удваивать. она и подкормку. сама по себе прожорливая, но Да. если будут сорняки, то, естественно, Ну, конечно, надо будет сорняки еще будут ее кормить, помогать. докормить. как говорится, да? Ну вот мы ее подвяжем. Она у меня уже прошла эту обработку, я ее обрабатывала искореняющей мочевина с купоросом. Надеюсь, что сильно будет сокращен количество этих вредителей, и она не будет как бы и болеть-то. То есть, в принципе, вы уже вот до того, как мы пришли к вам, вот в эти дни вы уже обработали? Не, этот я ее сезон? обработала, когда вообще все Осенью? спало еще. Она еще Все спала. спало, все спало. Вот этот ряд как вы посадили?
Она вот сама, тут я посадила в разнобой вот так раздельно, она сама потом площадку так корнями занимает. Она очень сильно любит вылезать с территории. Мгм. Тут, хотя и огорожена, она все равно сюда вырезает. Там Так, где-то- у нее сколько примерно корни на какой уходят, Ну, у нас на они, какую глубину? по идее, корни у нее очень глубоко могут уходить, но у нас там холодно. Тут у меня еще вода близко. Она туда не может идти, ей там холодно, поэтому они больше поверхностные. Поэтому грядка должна быть вот утоплена доска, допустим, вниз, да, чтобы не Ну, на дать ей сантиметров на разбежаться 40 вот эти вот корневища, которые ползут, сантиметров 40, они вниз. способны подлазить. То есть, смотрите, если вы не обеспечите вот такую вот, скажем так, полосу Полоса разделения, препятствий. да, и иначе эта малина потом захватит Сейчас весь я огород. Там Вообще где-то- ее считают, кстати, дикую малину вот агрессором, да? Она сильный А, агрессор, он То на меня есть везде она там навылазила. может Вот разбежаться оттуда. по всему огороду, и там, где есть какое-то питание, она корнями своими может спокойно достать. Ну и корни у нее длинные. Очень длинные, причем Мгм. очень крепкие. Когда ее выдергиваешь прямо из земли, вот если земля рыхлая, она прямо вот метрами выдергивается. Мгм. Сильно, То есть сильно она вот это надо иметь в ползет виду, сильно. если вы выращиваете малину. Ну так, так еще вот, что я еще хочу сказать, чтобы она не расползалась. Мгм. Я вот прохожу вот здесь вот, по этому краю, острой лопатой подрезаю на всю глубину лопаты, Мгм. чтобы корни сюда обрезать. И если есть возможность, просто что тут есть, я выдергиваю. Продергиваешь, она сюда уже не лезет так сильно. Мгм. С той стороны, с этой стороны. Еще полезно, вот тут доску убираю, тоже лопату точить надо. Посередине, чтобы она там не зарасталась, Мгм. Мгм. перекопать То середину. есть получается, да, ровно вот четко у нее есть вот эта линия, Да, своя разрешенная грядочка, линия, да, все. и где она может спокойненько расти. За лето, вот первая прикормка, сейчас у нас почки только-только завязываются. Сейчас да? первый... Это вот получается будущий урожай. Вот Будущий здесь вот на урожай, почках, да. А потом-то вы чем кормите и Вот сейчас у нас какие удобрения вообще, вносите? весь первая подкормка весной вообще всего сада, и смородины, и малины. Мы начинаем с того, что мы вносим мочевину, потому что у нас с зимы вот азотистые бактерии, которые перерабатывают азот, Мгм. они Ну, еще не проснулись. Мгм. Их очень ограниченное количество, и азот у нас недоступный, вот в Мгм. почве находится. Из-за этого мы вносим туда мочевину, карбамид, что-то такое, ну, что высоко содержит азот. Можно и уже комплексное там вносить вместе с фосфором и калием, есть эти нитрофоски, азофоски, но с повышенным содержанием азота. Но лучше всего первое – это мочевина. Там написано, сколько надо. Все посмотреть, прочитать это можно и поливаем. После полива, да? По поводу полива. Вот сейчас земля еще немножко мерзлая. Вы ее не поливаете ничего пока? Я пока не поливала, но уже пора бы ее поливать, потому что это будет ускорять оттайку, Мгм. отогрев земли А, еще. А потом вот с какой частотой нужно поливать вот эти кусты малины? Ой, малина, раз в неделю это ее точно надо просто заливать. Надо промачивать на глубину. Поверхностный полив ничего не даст. Она не завяжет плоды, если что-то завяжет, оно высыхать будет, не будет расти. Ягодники все любят воду. Она у меня еще слегка приподнятая, поэтому тут приходится и среди недели еще полить разочек. А если уже жара, то и каждый день тут стоишь и ты мочишь. Ой, друзья дорогие, слушайте, комары уже Комары. повылезали. Тепло В общем, почувствовали. да, и поют, и поют. В общем, друзья, сегодня мы поговорили про малину. Малина сорт называется Новость Кузьмина. Новость Кузьмина. Интересный сорт. Вот с этой грядки наша хозяйка собирает. Это было с двойной грядки, когда там тоже Так. росли. Мгм. Но я надеюсь, теперь она пополнит за счет Мгм. того, что нижний ряд тоже будет плодоносить. Что я Напомните, возьму, ну, сколько чуть-чуть. ведерышек? Я 4 снимала с нее. 4 ведра вот с за двух вот этих сезон, да? рядочков, да, за сезон. И начинает она плодоносить вот эти вот кусты двухгодичные. С какого периода? Они годовалые. Вообще годовалые. Годовалые, прошлый год. Ой, за год они так Да, вытянулись, они да? за год вырастают,
и нам дальше их нет смысла держать. Мгм. И они в этом году уже отплодоносят, и мы их всех вырезаем. Годовалые кусты уже способны плодоносить. Нужно вовремя вносить удобрения, И хорошо поливать. поливать, да. И Я вот, вот тут в общем-то, все условия для сбора хорошего урожая. Вот. И вы будете обеспечены ягодкой на всю зиму. Сладкая, полезная, в общем, прекрасная ягода малина. Это одна из самых полезных ягод, в смысле для того, что пожилым ее вообще кушать очень полезно. Она очень хорошо разжижает кровь. Кровь, ух ты, Она здорово. содержит ацетилсалициловую кислоту. И я собираю даже лист малины, вот когда проблемы с давлением, еще что-то, лист малины, вот тут это все же молодое мы обрезаем, тут поросль пойдет. То есть это я при сушу. высоком давлении, да? Ну, высокое давление обычно бывает из-за того, что кровь густеет. Можно С вместе малиной. сушить, листочек накрошить и сушеные ягоды малины туда. Комплексный чай, он будет очень душистый и Мгм. полезный. И очень полезный. Ну что, друзья, будем пробовать?